Есть куча вещей в нашей жизни, которые нам сегодня кажутся чем-то большим, чем-то невероятным, непобедимым. И тебе кажется, что ты лежишь вот просто в расщелине скал, в темном, вот в этом темном месте, где ни Бог тебе руки не может протянуть, ни люди тебя не понимают. Тебе кажется, что ты просто обреченный человек, и твоя жизнь, все, хандец ей, осталось просто вот выкинуться с 28 этажа. Но это самая большая ложь. Потому что легко, на самом деле, и в этом нет ничего трудного, легко закончить жизнь. Трудно каждый день выбирать правильные вещи, и трудно каждый день делать правильные вещи, от которых ты ежесекундно или ежеминутно не видишь результата. Еще раз я просто объясню. Очень трудно делать каждый день одно и то же правильное действие, не получая сразу результата от этого действия. Очень много вещей есть в нашей жизни, которые мы очень легко преодолеваем. Мы их очень легко побеждаем. Потом мы смотрим назад и думаем, я переживал о какой-то мелочи, о какой-то глупости. Но трудно каждый день, к примеру, когда ты просыпаешься, вот мужья меня поймут, те, кто 30 лет женатые, и жены, соответственно, поймут меня. Просто утром проснуться и сказать: дорогая, я очень сильно люблю тебя. Каждый день просто начинать с этих слов. Некоторые скажут: да не, настолько это легко, настолько это на изи. Ну, иди тогда дальше. Каждый день начни лимонный сок делать. Каждый день начни кофе варить. Каждый день я тебе просто бросаю вызов. Тебе кажется, что тебе легко. Каждый день говорить ей слова любви. Иди дальше. Начни теперь каждый день с ней молиться. Повышай эту планочку. Есть какие-то вещи, которые мы достигаем, и нам это уже не трудно. Но есть вещи, которые все еще нам трудно делать каждый день. И это делать правильный выбор, это делать правильное решение, это просто продолжать стоять тогда, когда вообще все остальное, все, что тебя окружает, оно никак не откликается на все твои правильные поступки. Вот это по-настоящему жить для Христа. Знаете, легко умереть для Христа. Легко просто вот сегодня там сделать какие-то там, я не знаю, невероятные решения там и уйти миссионером там где-нибудь в невероятной стране послужить, 2-3 дня выйти на базар, там, чтобы тебе сразу пулю в лоб запустили за Христа, и все, ты умер за Христа, красавчик, ушел на небеса. Это одно дело, другое дело, и это гораздо труднее. На протяжении десятилетий ходатайствовать, молиться, продолжать утверждать в вере какие-то вещи, которых все еще нет. Продолжать служить людям, которые, знаешь, вот вопреки тому, что ты говоришь правильно, каждый раз делают наоборот. Я хочу, чтобы мы пришли к такому состоянию, когда мы станем той самой церковью, о которой записано в первом послании Иоанна, 2 главе, где написано о том, что это люди сильные, это люди, победившие дьявола, это люди, которые сегодня могут преодолевать, это люди, в которых Слово Божие пребывает, и Бог их называет юношами. Это послание Иоанна, 2 глава. Я хотел бы, чтобы ты это где-то себе записал, и ты стал за это молиться. Знаешь, как непросто на самом деле ежедневно делать одну и ту же правильную, но рутинную работу. Когда ты продолжаешь просто вопреки всему, когда твоя плоть не хочет, ты открываешь свой телефон или открываешь свой iPad, потому что ты зависим от этого слова, и ты продолжаешь наполнять себя Словом Божьим. Ты продолжаешь это Слово Божие поглощать, ты продолжаешь это Слово Божие устами своими говорить, вопреки всему. Я очень хорошо понимаю, когда, например, нас какие-то люди вдохновляют на что-то, и вдруг мы под этим вдохновением мы делаем какие-то правильные вещи от вдохновения других людей. Но юноши – это люди, которые пошли дальше. Это люди, которые сильны в своем решении. Это люди, которые сильны в своем правильном выборе. И это люди, которые понимают, что рутина или постоянство – это тот самый залог успеха, который приведет тебя к определенному результату. Церковь, о которой иногда люди мечтают, и они почему-то думают, что как бы вот это и есть Божья церковь. Церковь с чудесами. Куда вот я прихожу,
И у меня куча проблем в голове. Я пришел на собрание, просто за меня помолились, сказали in the name of Jesus be free. И ты такой хоп, и вышел такой свободный от одного, другого, третьего, вышел. И такой у тебя как этот чистый лист в мозгах. Вся твоя злость, все твои обиды, все твои горечи, вся твоя зависть, вот просто многолетняя, все твое нежелание работать упорно своими руками, это все обнулилось. И ты вышел такой после этого собрания, о чудо, я другой человек. Все хотят быть частью такой церкви. Мы общались с этим человеком, говорим, братан, тебе худеть надо. У тебя могут проблемы начаться из-за огромного количества лишнего веса. Он говорит, я вообще в эти схемы не верю. Там диеты, худеть, там что-то как-то ущемлять себя в чем-то. Я буду все есть, я буду все пить. Просто однажды я приду на собрание, и Бог меня так сильно коснется, что мои джинсы... Да, это случалось в истории церкви. Но, понимаете, вот Бог может, однозначно, Бог может сделать такое чудо, что прямо сейчас откроются небеса, и просто вы увидите миллион ангелов. Это легко для Бога просто взять и раскрыть эту крышу, а потом ее точно так же закрыть. Для Него вообще многие вещи, они легко, на изи Он это может сделать. Но когда ты сидишь и ты ждешь, у тебя огромное количество проблем, у тебя огромное количество нерешаемых каких-то проблем в твоей жизни, и ты ищешь такую церковь себе, на собрание, которое ты придешь, просто попоклоняешься вместе со всеми, в течение попадешь, в волну попадешь, и просто выйдешь, у тебя обновленные мозги, у тебя исцеленное тело, у тебя джинсы тебе надо выкидывать все, гардероб обновлять. Новый муж, новая жена. Еще дети сразу спаслись, которые там где-то болтались на протяжении последних 10 лет. Вот знаете, все сразу решилось, и плюс ты бизнесменом стал. Буквально сразу на Карибах яхту себе приобрел. Ты просто теперь каждые 3 месяца на Карибы гоняешь. Вот знаете, вот почему-то я слушаю некоторых людей и общаюсь особенно с людьми, которые ходят по церквям, они чего-то ищут. И ты слушаешь этих людей, и они приходят и говорят, как бы церковь нормально у вас, но я пошел дальше. А куда ты пошел? Я вот ищу. Пришел, и вот так все на изи решилось. Конечно, хотелось бы всегда сказать, слушай, братан, когда найдешь эту церковь, ты мне скажи, я тоже пойду с тобой в эту церковь. Но это придуманная церковь, это не церковь Христа. Потому что тогда просто 3/4 слов, которые говорил Иисус, можно выкинуть из Евангелий. Все послания Павла, там даже не 3/4, все можно выкинуть из Нового Завета. Потому что там он везде говорил, что есть война, есть преодоление, есть вещи, когда нужно смиряться, есть вещи, когда нужно выбирать правильное, вопреки всему, что происходит. Друзья, наша самая трудная вещь на протяжении всех лет на этой земле, если ты сегодня по-настоящему двигаешься за волей Божией, это постоянное преодолевание самого себя. Это самый главный враг, с которым тебе придется столкнуться. И это тот самый враг, который сегодня должен стать твоим союзником, чтобы вместе с ним ты мог преодолеть потом все то, что тебе дьявол пытается поставить как преграды в твоей жизни. Как пришел грех или как пришла вот эта вот беда через грех в жизнь человека? Помните, он сказал, а что вы это делаете, Ева? Мы тут живем, там... тусуемся, обрабатываем сад, у нас тут все хорошо. А он говорит, а это что у вас тут такое? А это 2 дерева, которые Бог сказал, как бы живите, все по красоте делайте, эти 2 дерева не трогайте. И дьявол ей начал какие-то вещи рассказывать. Он ей начал просто объяснять, что все это туфта. На самом деле, просто Бог это посадил, и Он над вами эксперимент хотел устроить просто. А на самом деле, Он вам запретил прикасаться к этому дереву, потому что Он боится, что вы, если чуть-чуть поедите, вы станете такие же, как Он. Женщина увидела, что плод дерева был хорош в пищу, приятен на вид, и что дерево было желанно, как источник мудрости. 3 фактора, которые повлияли на эту женщину. Она увидела, и это стало просто чем-то вожделенным для ее глаз. Оно настолько сильно ей понравилось, и она подумала, как я жила без этого до сего момента. Потом вдруг она поняла, что этот плод дерева был хорош в пищу, что это такая штука, без которой, оказывается, ее плоть-то жить не может. Я не могу жить без этого. Я не могу просто жить без этой штуки. Вот, друзья, есть куча вещей в нашей жизни, где нас дьявол обманул.
Нам кажется, что без этого мы жить не можем. Вот я хочу вам просто пример маленький привести. Сегодня у нас перед собранием вырубилась сеть, интернет. Просто на несколько минут отключилась сеть у тебя. Есть кто-то в зале, кто когда-то жил без интернета, и ваша жизнь была нормальной. Есть такие люди, согласитесь же? Есть такие люди. Например, я тоже до скольки-то лет жил без интернета, без сотовой сети. И вообще я мог жить без телефона. И моя жизнь была нормальная. Хочу сказать больше. Вот до 20 века большинство людей, не большинство, все люди, они вообще жили без интернета. И они как-то проживали свою жизнь, как-то воспитывали детей, как-то зарабатывали деньги, как-то жили. Что с тобой станет, если вдруг у нас рубанут сотовую сеть? В смысле? Как рубанут сотовую сеть? Вот так. Ее не станет просто больше. Вот знаете, не было сотовой сети, нормально было. Появилась сотовая сеть, и ты такой думаешь, вот здесь, знаете, появился этот плод, и ты думаешь, а как я вообще до этого прожил без этого плода? Как это так было вообще? То есть дьявол ее настолько надурил, он показал ей в ее глаза этот плод настолько вожделенным, что она без него жить не может. Ее чувства плоские, ее плоть начала аж плакать и говорить, как же так, ты до сих пор не ела этот фрукт. И, конечно же, здесь самое главное, она вдруг поняла, что она обретет источник мудрости. Что этот плод принесет в ее жизнь, оказывается, откроет настолько, я не знаю, потрясающие источники мудрости, которые на данный момент были для нее закрыты. 3 вещи, в которых дьявол атаковал ее. Это то, что называется в первом послании Иоанна 2 главе. Похоть плоти, похоть очей и гордость от достижений житейских. И вот то, через что попала в эту западню Ева, и то, через что она открыла вообще все человечество для греха, это то, что продолжает быть западней сегодня для меня и для тебя. Не зря, когда мы читаем встречу нашего Господа с дьяволом, мы видим, что дьявол делал то же самое с Иисусом. Та же самая программа у него работала. Он вообще не придумывает никаких новых схем. Он те же самые формулы использует для каждого человека. И вот мы читаем Евангелие от Матфея, 4 глава. Иисус, Библия говорит, находится в посте. Он пребывает или проводит время в особенном поиске Бога. И Библия говорит, в конце своего поста он проголодался. Пришел дьявол. И что делает дьявол? Что происходит? Искуситель подошел и говорит ему, если ты Сын Божий, то прикажи этим камням стать хлебом. Это же всегда какое-то давление на нашу плоть. Нам чего-то всегда не хватает. Нам не хватает хлеба, нам не хватает чего-то поесть, во что-то одеться. Есть какие-то бесконечные нужды, которые перерастают потом в похоть. И дьявол просто продолжает эту схему использовать. И что он делает? Для того, чтобы сегодня людей поймать в определенные грехи, он навязывает эти похоти плоти. И люди идут по головам. Люди не смотрят ни на какие границы. Вот эта похоть плоти, она сегодня настолько просто безобразная у многих людей, что люди, они просто не имеют вообще никаких границ ни в своей сексуальности, не в том, что им принадлежит, или в том, что могло бы им принадлежать. Они идут сегодня и по головам через все запреты, лишь бы достичь то, что требует их плоть. Знаете, не зря апостол Павел говорит, великое благословение быть благочестивым и довольным. Когда он говорит о деньгах, он говорит, вот просто вот эта вот погоня больше не хватает. Когда плоть начинает тебя заряжать на вот это вот бесконечный какой-то поиск каких-то новых благословений, без которых ты якобы не выживешь. Вот это, знаете, когда мы не способны видеть никого вокруг себя, мы вокруг своего эгоизма закручиваем всю нашу жизнь. Друзья, это один из самых страшных путей, или ловушек, в которые сегодня попадают люди. И дьявол приходит, и он просто снова и снова начинает навязывать, что тебе самому чего-то не хватает, что у тебя у самого чего-то нет. Зачем тебе кому-то служить, зачем тебе о ком-то заботиться, кто позаботится о тебе, родном, любимом. Похоть очей. Библия говорит, что второе искушение или следующее искушение, с которым пришел дьявол, но третьим описывается, но это то, что дьявол показывает ему все
города того мира и говорит, просто поклонись мне, все это будет тебе принадлежать. Знаете, вот эта вот похоть глаз, это то, что не имеет конца, это ненасытимо. Глаза, они всегда чего-то хотят. Они всегда чего-то хотят. Это связано с какой-то твоей позицией. Тебе всегда чего-то мало. Тебе всегда, знаешь, там недостает уважения, недостает почтения. Ты всегда вот этого внутреннего почитания к себе самому через вот эту похоть очей ты внутри себя сам культивируешь. Друзья, похоть плоти, похоть очей. Мы куда-то всегда смотрим, нам всегда чего-то не хватает. Мы готовы на все, готовы хоть кому поклониться, лишь бы что-то достичь. Гордость житейская, состояние, когда ты сам собой доволен, ты всего достиг, ты можешь. Ты крутой. Вот знаете, вот когда мы говорим сегодня о юношах, это люди, которые сильны в Боге своем, и они победили лукавого. И вот как раз вот эти три вещи. Гордость житейская, гордость от своих собственных достижений по жизни, которые ты имеешь. Ты кем-то стал, ты что-то получил, ты получил какое-то образование, ты имеешь какое-то знание, ты, может быть, имеешь какой-то опыт, ты куда-то прорвался, как тебе кажется, ты круче других, как тебе кажется. Вот это все иногда бывает базой, на которую люди встают, и они не понимают, что они таким образом просто умаляют Бога в своей жизни. Они всю славу, всю благодать, которая работала через них, они себе это присваивают. Вообще, когда мы читаем эту историю, вот здесь вот в Евангелии от Матфея потрясающие слова всегда Иисус говорил. Он говорил, написано. Он не просто с ним спорил, он не просто ему что-то доказывал. Он просто говорил слова Божьи. Он говорил те самые слова, благодаря которым или на основании которых он стоял и благодаря которым он мог преодолевать эти искушения. Вот искушения, которые приходят в твою жизнь, они могут быть в разной форме. Эти искушения могут быть как через красивую женщину, как через возможность, например, куда-то быстро уехать и быстро заработать на недвижимость. Эти искушения могут быть в разных вещах, как просто пойти легким путем, обмануть какого-то человека и, как тебе кажется, открыть какую-то новую дверь в твоей жизни. Эти искушения могут приходить в разной форме. Но единственный способ, как ты и я, мы можем эти искушения победить, это когда мы знаем Слово Божие, которое говорит об этой сфере что-то. И мы просто говорим «написано», «написано». И так легко тебе будет преодолевать и побеждать самого себя, когда ты понимаешь, например, что написано о том, об этом, о 23-м, о 28-м, когда ты изучаешь сферы жизни из Писания, и ты, например, начинаешь понимать, что написано. Вот, к примеру, те, кто сегодня сражаются с порнографией, с блудом, каждый раз, когда дьявол тебе говорит, посмотри, открой. Ты просто, если ты начнешь ежедневно читать то, что написано в Писании о блуде, о прелюбодеянии, о нечистоте различной сексуальной, тебе просто очень легко будет сказать, каждый раз, когда приходит искуситель, сделай вот это, ты ему скажешь, знаешь что, дьявол, прелюбодеев и блудников судит Бог, это не мой путь. Бог призвал меня быть благословенным человеком. Я не собираюсь сегодня проклятие собирать на свою жизнь. Один раз ты ему скажешь, он с другой стороны подойдет. Второй раз ты ему скажешь, написано, что прелюбодеи и блудники – это люди, которые Царство Божие не наследуют. Я вообще не собираюсь таким путем идти. Ты просто начинаешь сам себе говорить какие-то правильные слова. И эти слова, которые ты сам себе провозглашаешь, вроде бы тебе кажется, что ты борешься сам с собой. Это та же самая война, которая была у Иисуса. И это та самая война, которая сделает тебя сильным. Ты станешь юношей, который наполнил себя Словом Божьим, который победил лукавого Словом Божьим, который все искушения, приходящие ему на ум, он не просто, знаете, вот как там разговаривает с дьяволом, спорит с дьяволом. Я понимаю, что Ева в саду, она была младенец во Христе. Она первый раз столкнулась с ним. Она не знала, что с ним делать. У нее не было примера того, кто победил этого лукавого в пустыне. У нее не было примера перед глазами того, кто говорил «написано». Она начала с ним вступать в диалог. Она с ним на уровне логики попыталась вести диалоги. С дьяволом не надо диалоги на уровне логики вести. Потому что он более логичный, поверьте мне, друзья. Знаете, вот как один человек сказал, никогда не спускайся на уровень дураков. Потому что когда ты спустишься на их уровень,
Они тебя победят, потому что это их ниша, да. Они там специалисты, они там чемпионы мира. Они там непобедимые. Поэтому не спускайся на уровень Евы. Не надо с дьяволом вступать в какие-то прения. Не надо с ним договариваться. Ну давай по чуть-чуть, да? По чуть-чуть есть же. Вот по чуть-чуть на сваи чеканем. По чуть-чуть сейчас вот этого вот разведем. Просто вот, не доскажем ему каких-то вещей. Я же ему как бы правду сказал. Я же не просто соврал. Я просто не договорил чего-то. Мы иногда договариваемся с дьяволом, и мы думаем, что мы всех, знаете, вот обхитрили, обкрутили, а оказывается в конечном итоге, что мы сами себя надурили. Потому что, по факту, это он нас надурил. И он просто с Евой начал диалоги вести, он начал с ней общаться, на уровень логики спустился, он начал какие-то вещи ей объяснять, что Ева, да хорош ты, что ты напрягаешься так? Я хочу тебе сказать, вот есть в твоей жизни базовые вещи. Мы говорим постоянно о базовых вещах. Есть вещи, связанные с твоей молитвенной жизнью. Есть вещи, связанные с тем Словом Божьим, которым ты питаешься. Есть вещи, связанные с твоим общением внутри Божьего Царства, с Божьим народом. Есть вещи, связанные, например, с поклонением Богу как минимум раз в неделю на собрании. Это базовые вещи. Без них просто твоя жизнь, она никогда не будет отображать Христа. Без них твоя жизнь никогда не будет по-настоящему полной, как у человека, который по-настоящему сегодня находится в центре воли Божией. Это базовые вещи. Это все непросто. И вот за эти вещи сегодня идет война в жизни каждого христианина. Буду я начинать свою жизнь с молитвы каждый день. Буду я начинать свою жизнь каждый день с того, чтобы искать через Писание, через Слово Божие Бога. Буду я, например, дистанцироваться от каких-то нечестивых людей и искать отношения с Божьим народом. Буду я сегодня делать какой-то вклад в развитие Царства Божьего. Это все вопросы, на которые тебе придется отвечать каждый день своей жизни. Это базовая база. И за это сегодня идет война. За это сегодня идет война. И приходит этот лукавый и говорит, а зачем тебе сегодня это делать? Как ты себя чувствуешь? Тебе сегодня плохо. Ты сегодня плохо спал. Ты сегодня плохо ел. У тебя сегодня ничего в голову не вмещается. На улице холодно или жарко. А там твоя кошка сегодня полиняла. И просто куча вещей. Куча вещей. Команда твоя, я не знаю, футбольная сегодня проиграла, у тебя расстройство. Какие-то начальник написал тебе что-то, оказывается, ночью, ты прочитал это сообщение, у тебя расстройство. И дьявол тебе приходит и говорит, зачем тебе сегодня молиться? Может быть, лучше начать с каких-то других вещей в свою жизнь. Может быть, туда посмотришь, может быть, сюда заглянешь. Я понимаю, что приходит такое время, когда каждому из нас мы стоим перед этим выбором побеждать ежедневно, преодолевать ежедневно, сражаться ежедневно, как это было у Иисуса здесь, в Евангелии от Матфея, 4 главе. Ежедневно просто говорить какие-то вещи правильные, что написано вот так, написано вот это. Есть вещи в нашей жизни, которые мы чувствуем по-другому, чем написано. Есть вещи в нашей жизни, которые идут вообще не по плану, чем написано. И знаешь, вот дьявол приходит и говорит, видишь, ты же чувствуешь, что ничего не получается у тебя с деньгами. Ты же чувствуешь, что с твоими детьми ничего не происходит. Ты же чувствуешь, что чем дальше в лес, тем дальше они от Бога, эти дети. Но так важно просто говорить, написано, что Христовым, к примеру, словам верили, и моим словам будут верить. Написано, что если я уверовал, то спасусь я, и весь мой дом спасется. Написано, что невзирая ни на что, мой Господь уже понес все мои немощи и болезни на крест. Написано, что если я жертвую, если я сею, если я продолжаю в этом жить, я все равно буду пожинать. Все равно. Все равно. Кто-то борется с какой-то болезнью. Кто-то сегодня смотрит на свое потомство, и это потомство тебя расстраивает, и ничего, кроме вообще расстройства, не вызывает у тебя в сердце. Есть вещи, например, о которых мы думаем сегодня, и они нас настолько сильно пугают, о том, как мы завтра жить будем и где мы деньги будем зарабатывать. Почему-то это такая штука, которая на протяжении десятилетий, она просто
приобретает другую форму, но она сопровождает бесконечно людей. Где я завтра деньги возьму? А там же, где сегодня. Сегодня как-то случайно получилось, ну и завтра случайно получится. Но как бы нам так сложно понять, что вот невзирая ни на что, мы продолжим не просто существовать, мы продолжим побеждать вместе с Господом. Но вот эти вот все идеи, все какие-то неверия, страхи, которые могут нас наполнять, это ежедневная война, которая происходит в нашей голове, которая происходит внутри нашего мыслительного процесса. И нам важно, утром просыпаясь, научиться, как Христос, говорить каким-то вещам, связанным с неверием, со страхами, написано. Поэтому я вдохновляю вас. Вот, может быть, вы болеете, может быть, у вас какое-то заболевание, может быть, вы мучаетесь. И дьявол вам приходит и говорит: ты умрешь от этой болезни. Вы ему можете сказать: слушай, у тебя есть мнение твое, живи с этим мнением. Мне твое мнение вообще не интересно. Потому что вот я читаю Слово Божие, и тут есть мнение Слова Божьего, есть мнение Писания. Здесь написано, что ранами Иисуса я исцелился. Все, я в этом стою, написано это. Это мое наследство, и это то, что мне принадлежит. Ничего другого мне не надо. У тебя есть твое мнение по поводу денег. Мы с ним не логически обсуждаем какие-то вещи. Мы ему просто из Писания объясняем, кто мы, что нам принадлежит и кто наш Бог. Никогда не забуду одного проповедника на большой конференции. Он говорит: ребята, кто из вас страдает от чувства вины? И там какие-то люди подняли руки. Он говорит: знаете, сделайте одну вещь сегодня. Придите домой, вот поставьте стульчик. Он поставил стул, говорит: посадите сюда дьявола. И скажи: дьявол, вот перечисли все, за что ты меня обвиняешь. Все, вот буквально все, что ты сейчас вспомнишь, дьявол, вот все придумай. Я вот это делал неправильно, вон то, 3, 10, 25. Вот пусть он тебе все перечислит. За что ты чувствуешь себя виноватым? А потом просто подними место Писания, где написано, что ты оправдан через кровь Христа. Друзья, мы принимаем каждое воскресенье вечерю. Это наше оправдание. Каждый раз мы смотрим на эту жидкость в стакане. Это свидетельство того, что за нас была заплачена цена за то, чтобы дьявол больше никогда не имел возможности про нас что-либо сказать. Просто подними этот стакан. Сегодня сделай это. Просто скажи ему: видишь, дьявол, вот цена всех моих ошибок, грехов, проблем. Все, за что ты меня мог обвинять. Вот это сегодня я принимаю в свою жизнь. И это мое оправдание раз и навсегда от всех твоих обвинений. Когда приходит дьявол, он начинает тебе рассказывать, почему у тебя не будет одного, другого, 10-го, 25-го. У нее получилось, а у тебя не получится. Вот просто в этот момент скажи: знаешь что? Во имя Иисуса Христа про меня сказано и про меня написано. Поэтому я тебе говорю: написано. Вот так и вот так отправляйся восвояси. Иди к тому, кто не знает Слова Божие. На самом деле, вот вся наша битва, она у нас в голове происходит. Ева согласилась с ним. Она сказала: точно, братишка, где ты был-то раньше? Что ты мне не надоумил-то раньше на все эти пакости? Спасибо тебе, Ева! До сих пор страдаем и до сих пор боремся с грехом. Но на самом деле Еве не будем спасибо говорить. Спасибо нашему Господу Иисусу Христу, который показал, как надо расправляться с нашим врагом. И это для юношей. Если ты собрался двигаться в этом направлении, открой Матфея 4 главу, перечитывай ее каждый день. Просто скажи: Господь, спасибо тебе. Вот схема, как преодолевать. Вот схема, как победить. Если ты страдаешь сегодня от чувства вины, найди все места Писания, которые говорят о том, что ты оправдан Господом Иисусом Христом и Его кровью. Если ты страдаешь сегодня от болезней, и Он тебе навязывает, что от этих болезней ты умрешь, найди все места Писания. Если ты борешься с каким-то грехом, найди все места Писания об этом грехе. Посмотри, что говорит об этом Слово Божие. Поверь мне, если у меня получилось, у Христа, во-первых, получилось, у меня получилось и у тебя получится. Я очень сильно хочу, чтобы мы восстали против болезней. Я очень сильно хочу, чтобы мы восстали против нищеты, против этих идиотских мыслей, где я завтра деньги возьму. Там же, где и вчера. Только завтра их будет больше. Вот эти все идиотские мысли, которые дьявол нам навязывает. Ну ты посмотри, сколько бы ты ни молился за своих родственников, за своих близких, с ними ничего не происходит. Поверь мне, происходит.
Поверь мне, происходит. Просто не все процессы, которые делает Дух Божий, они лежат на поверхности, и они видимы твоими глазами. Вообще вот все, что происходит вокруг нас, вокруг нас огромное количество молитв, которые работают, они что-то делают. Мы просто не видим, как это происходит. Если бы мы сегодня просто вот как тот слуга Елисея увидели, что происходит в духовном мире по молитвам Божьего народа, мы бы сказали: ох и ах, вот я глупец, я верил в какие-то чувства, которые мне дьявол навязывал, я верил в какие-то идеи, которые пришли из преисподней, хотя все это время Бог делает вот такущую работу. Бог продолжает делать свою работу с твоей семьей, если, конечно, ты молишься и являешься Божьим светом для своей семьи. Бог продолжает по твоим молитвам что-то делать в финансовой сфере. Вопреки всему, Бог продолжает сегодня делать невероятные вещи с твоим телом. Это тебе кажется, что ничего не изменяется. Сколько бы ты ни провозглашал, сколько бы ты ни говорил, это тебе может казаться. Даже если я не замечаю, даже если я ничего не чувствую, даже если все идет не по плану, даже если мне сегодня настолько трудно, что охота все бросить, даже если я поднимаю руки, а там цементные небеса, даже если я пытаюсь оторваться от земли, а меня все придавило, я знаю, работать ты не прекращаешь. Друзья, я хочу вдохновить вас. Есть огромное количество вещей, и это трудно, я знаю, это трудно, в которых нам нужно продолжать стоять, провозглашать, утверждать, говорить, вопреки всему.